Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 4. Лхаса – город и его главные святыни. Рассказ 5. Патала – дворец Далай-ламы и его окрестности. Часть 20. Продолжая описание достопримечательностей Лхасы, мы переходим к описанию места пребывания другой святыни, которая в глазах набожных стоит едва ли ниже статуи основателя буддизма. Мы говорим о Далай-ламе, дворец которого находится почти в 1 версте на западе от города. Дворец этот, вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Полное название его Дудзинь-Ньибий, Побран-Патала, что в переводе значит «Патала, дворец второго кормчего». Основание этого дворца, как мы имели уже случай упомянуть, приписывают царю Сронзангамба. Несомненно одно, что на этой скале, именуемой почему-то Марбари, то есть Красной горой, находился замок прежних владетелей, испытавших, может быть, много превратностей судьбы, сообразно с переменой счастья мелких удельных князей. Наконец, в середине 17 столетия Патала делается резиденцией 5-го Далай-ламы, знаменитого Лобсон Джамсо, который приобрел первенствующую власть в Тибете. К его времени относится постройка главных частей дворца и отделка прежних зданий. Народное предание вспоминает о том тяжелом времени для тибетских простолюдинов, когда они, как рабы, строили сей дворец в течение десятков лет. По этому преданию, для воодушевления изнемогавших под тяжелым трудом рабочих, находчивый Далай-лама составил песню, которую поют чернорабочие и доныне. Еще рассказывают, что смерть застала 5-го Далай-ламу, когда дворец не был окончен, почему правитель дел и приближенный сотрудник его Санджай Джамсо скрывал от народа смерть своего патрона в течение 16 лет, будто бы только с той целью, чтобы тибетцы, потеряв влиятельнейшего своего главу, не бросили бы постройки, которая требовала больших затрат и труда. Построенный таким образом, дворец представляет целый квартал на южном склоне скалистой горки и имеет в длину по глазомерному определению почти 200 саженей. Лицевая сторона окружена стеной, которая в нескольких местах заменена постройками. Главный дворец построен на вершине горки. Архитектура его общетибетского стиля и основание заложено, сообразуясь с природой самих скал, то есть не затрагивая выступов и только заполняя углубления. Довольно красивый вид дворца с лицевой южной стороны, однако значительно исчезает с боков и еще более сзади, где к непривлекательности задних стен здания присоединяются отбросы человеческого организма в изобилии, стекающие из отверстий клозетов. Во дворец ведут 3 каменные лестницы с лицевой стороны и 2 дороги с северо-запада и северо-востока. Впрочем, дойдя до круглого двора, последние обращаются в лестницы. Эти задние пути предназначены для должностных лиц при Далай-ламе и вообще для тех, кои могут подняться на лошадях до упомянутого двора и, оставив здесь животных, продолжать дальнейший, более короткий путь пешими. Внутренность дворца делится на множество комнат, число коих, по рассказам, доходит до 999. Главные святыни и апартаменты Далай-ламы находятся в центральной части дворца, выкрашенной в красно-коричневый цвет и называемой Красным дворцом Побран-Марпо. Здесь, в среднем этаже, находится зал для духовенства дворцового дацана,
Нямджал или Намджара. Духовенство это в числе 500 человек постоянно живет здесь и совершает богослужение за здравие Далай-ламы. Выше его субурганы Далай-лам, начиная от пятого перерожденца, прах предшественников находится в Брайбунском Галдан-Пабране, за исключением первого Далай-ламы, похороненного в монастыре Дашил-Хомбо. Самым великолепным из них нужно считать субурган пятого Далай-ламы, сделанный из кованого золота. Говорят, что на него ушло все золото и все драгоценные камни тибетского казначейства. Субурган этот превосходит остальные размерами, возвышаясь в вышину более 3 саженей. Из прочих субурганов отличается богатством отделки субурган 7-го Далай-ламы Галсан Джамсо. Покои Далай-ламы находятся в самом верхнем этаже. Нам удалось побывать в числе поклоняющихся лишь в одной приемной зале. В этом же дворце находятся квартиры так называемого Джишабхамбо Далай-ламы, 4 высших сановников лам, именуемых придворными писцами, по-тибетски Дуньякши и так далее. Совет их называется Икцан и, являясь одним из отделов Верховного правления Тибета, заведует духовными делами. В прочих частях здания, именуемых Белым дворцом Пабран-Карбо, помещаются квартиры придворного штата, приемные залы, кладовые и тому прочее. На левом от дворца углу на скале находится главная тюрьма Верховного правления Тибета. Под горою во дворе находятся разные здания, между коими должно упомянуть о монетном дворе и ямыне Патальского низа. Дворец этот построен с таким замыслом, чтобы в случае надобности мог служить крепостью. С этой целью 3 ворот, ведущих вовнутрь стен, с 3 сторон, совнутри защищены особой стеной, так что, войдя в наружные ворота, должно пойти в сторону и, обогнув этот стенной щит, войти уже во двор. Кроме того, если верить рассказам, из дворца устроены подземные ходы. Снаружи стен находятся уже частные дома. Впрочем, на южной стороне стен, в некотором отдалении от них, находятся 2 желтеньких домика с крышами в китайском вкусе, обнесенные каждой стеной. Внутри их я сквозь щели неоднократно видел каменные плиты, из которых одна была поставлена на большой каменной черепахе, а другая на каменном же пьедестале, и сожалел об отсутствии возможности проникнуть вовнутрь и прочитать надписи. Однако перед самым отъездом моим из Тибета двери открылись для ремонта развалившихся крыш, покрытых зеленой черепицей, но неразборчивость надписей, вследствие высоты и загрязненности плит, да и к тому же постоянное присутствие ремонтирующих рабочих помешали мне сделать более полные списки. Мне удалось сделать лишь список монгольского текста той плиты, которая стоит в домике на левой руке, если смотреть от Паталы. Ввиду исторического интереса памятника мы даем его в примечаниях, в дословном списке и в переводе на русский язык. Надпись эта сделана по повелению императора Канси в 60-е годы его правления, то есть в 1721 году по Рождеству Христова. Надпись вырезана на 4 языках. На лицевой стороне плиты находятся маньчжурские и монгольские тексты, а на тыловой – китайский и тибетский. Надпись на другой плите на тех же языках, но я по вышеупомянутым причинам не мог разобрать всей надписи. Судя же по прочитанным строчкам, она носит наставительно-законодательный характер и поставлена в 57 год правления императора Цянь-Луна, то есть в 1792 году. Между этими домиками, по другую сторону дороги, стоит гранитная колонка, по-тибетски долин, на таком же пьедестале. Теперь, если от этой колонны обходить Паталу по Солонь, то есть имея ее с правой руки своей,
то, пройдя перед рядами низеньких домиков, образующих довольно кривую линию, приходит к большому субургану, называемому Барчоден или Баргахан, что в переводе значит промежуточная пирамида или промежуточный портик, проходной дом. Субурган этот соединяет вершину Марбори с другой вершиной, называемой Джагбори или по другой транскрипции Чагбори. Говорят, что эта цепь скалистых горок представляет из себя дракона, который, как известно, служит гербом Китая и в то же время есть владыка водной стихии. Как корыстолюбивая китайская власть, так и вода, угрожающая наводнениями, породила в тибетцах опасение, что этот дракон причинит бедствие стране. Поэтому, чтобы парализовать его силу, или точнее убить его, рассекли гору на две части. На месте этого сечения поставили субурган. Скорее, возникновение этого субургана должно приписать тому обстоятельству, что по этому месту лежит главная и самая удобная дорога из Лхасы на запад. Для удобства прохожих и проезжающих должно было вырыть проход. Исполнивший эту задачу, строитель, побуждаемый, может быть, своей набожностью, а может быть, просто художественным вкусом, задумал поставить над проходом субурган. Далее этот же вкус, вероятно, подсказал ему подставить два небольших субургана на выступах соседних скал и соединить их с большим посредством проволоки, увешанной колокольцами, издающими тихий звон при колебании ветром. Богомолец, совершающий так называемый линхар, то есть круговой обход всех святынь Лхасы, не проходит под воротами, а минует их, оставив их по правую руку свою, и идет по подошве горы Чагбори вдоль берега речки. На этом пути нет ничего особо замечательного вплоть до юго-западной стороны этой горки, где дорога поднимается на скалистый ее выступ к берегу реки Уйчу. Здесь, на скалах, он встречает массу высеченных на природной скале и на отдельных плитках изображений божеств различной величины. Большая часть этих изображений раскрашена в соответствующие цвета. Здесь же, в углублениях скал, образующих как бы неглубокие пещеры, сидят мастера-каменосеки с инструментами и красками. Они изготовляют на плитках иконы, и желающий может тут же сделать заказ или купить готовую. Затем, выбрав местечко, не подверженное возможности быть замоченным дождем, краски акварельные, потому могут смыться, набожный богомолец ставит свою икону. От множества таких приношений эти скалы представляют как бы громадный иконостас или стены со множеством икон. Изображение этого иконостаса под открытым небом имеется в упомянутой книге Уаделя. Затем дорога спускается со скалистого подъема и идет далее по ровному месту, оставляя по правую руку Чагбори и ее небольшой отрог на западную сторону, идя все время левым плечом вперед. Обогнув гору и поворотив резко в северо-восточном направлении, богомолец пересекает описанную ниже дорогу, идущую из Лхасы на запад, и направляется к задней стороне Паталы. Конец 20 части.